По республике идут последние приготовления к старту отопительного сезона. Доложено, что все котельные по Якутии отремонтированы, а в некоторых районах уже произведена подача тепла. Какая идет работа и в какие сроки доведут тепло до каждого дома в регионе, выясняла наш корреспондент Розалия Борисова. Сезон открыли в Алаиховском районе. После летней тишины здесь котлы взревели 1 августа. За ним подтянулись и другие северные районы. По всей республике они не умолкали лишь в Тиксе. Батареи в поселке теплый круглый год. К новому сезону готовились тщательно. Прошли капитальные ремонты. Котлы заменены практически во всех тепловых станциях. В этом году крупными предприятиями у нас запланировано 41 единица строительства новых реконструкций котельных. Но с учетом того, что у нас есть еще и муниципальные объекты, то есть частные индивидуальные предприниматели, малые бизнес, с учетом этого у нас 54 объекта будет введено, в том числе 23 это новые объекты будут и 29 это реконструкции. 16 котельных уже введены в эксплуатацию. Одна из них в поселке Костотем Жиганского района. Запуска здесь ждали 3 года. Ранее 2 котельные обеспечивали теплом лишь административные здания. Сегодня тепло есть у всех жителей. В центральной части республики дела обстоят иначе. В Хангаласском районе за 7 лет построили 13 котельных. В этом году аварийных в списке нет. ЖКХ все социальные объекты теплом обеспечила. Жилфонд подключается по плану. Не запущен один жилой дом в селе Актемцы. Но остальные дома, все дома запущены. Все объекты учреждений социальной сферы, образования, здравоохранения, социальная сфера, учреждения культуры запущены, кроме одного, это в селе, которое дела в самом здании проводится капитальный ремонт фундамента, кровли, поэтому на сегодняшний день там не отапливаем. Остальные все объекты отапливаются. В Вилюйском районе ждут строительства новой котельной на будущее. Здесь уже выделено больше 60 миллионов рублей из местного и республиканского бюджетов. Настоящие сегодня жителей не беспокоит. Тепло есть и подается согласно плану. Увеличили мощность котельных в Усть-Майском районе. Дополнительные мегаватты позволят охватить еще 4 многоквартирных дома. В сезон отдыха здесь заменили 4 котла, провели ремонтные работы и успели доставить топливо в самые отдаленные населенные пункты. Котел поменяли один, первый котел. Циклон поменяли. А мощность то же самое осталось. Переделали гребенку насосную. Трубы, диаметр труб поменяли в котельной и на выходе из котельной. Плюс 8 градусов по Цельсию, температура старта по всей стране. Сигнал для всех тепловых станций. С этой отметки в небо поднимаются клубы дыма с котельных осенью и прекращаются весной. Но всегда они были предметом спора и разногласий. Слишком холодная, теплая погода, особенно у нас в республике. В итоге в прошлом году было решено поднять отметку на 2 градуса. Сегодня Минстрой России вносит изменения в 354 постановление, что дается право это субъектам устанавливать своим нормативно-правовым актом. Мы обратились с предложением, что отопительный период должен начинаться в течение 3 суток, когда температура наружного воздуха достигнет плюс 10 градусов. С населением регионов самостоятельностью в будущем температура в домах станет выше на несколько дней раньше. В этом году в календаре ЖКХ 16 сентября. Красная дата. День, когда отопительный сезон полностью охватит всю республику. Розалия Борисова, Василий Слепцов, Юрий Таюрский, Мария Полонова, Анна Васильева, Саргаван Ильина. Якутия. День за днем.